Здесь у нас находятся медикаменты федеральной льготы, региональные льготы. А еще дорогостоящие препараты для лечения системы кровообращения и не только. Склады полные, работа кипит. Все поставщики поставляют по старым ценам, которые зарегистрированы в Российской Федерации. Наценка нашего склада тоже, она узаконена, можно так сказать, нашим тарифным комитетом. На изделия медицинского назначения, перевязочные средства, системы, шприцы, скорее всего, цена повысится, но пока вот по тем аукционам, которые сыграны, пока поставщики привозят по старым ценам. Соотношение российских и зарубежных препаратов, которые поступают на Таттехмедфарм, сейчас, как и год назад, 50/50. Многие иностранные лекарства давно производятся в России, в том числе и для диабетиков. За этой дверью находится не просто служебное помещение, самый настоящий холодильник. Температура здесь от +2 до +8 градусов. И именно здесь хранится инсулин. Как видим, склады полные. Здесь хранится сейчас несколько тысяч упаковок для федеральных и региональных льготников. Все препараты, инсулины, сахароснижающие в таблетированной форме, они на складе есть. И вот буквально на днях нами было получено подтверждение производителей, поставщиков, что на розничный склад мы закупим определенное количество инсулинов, чтобы сбить вот этот вот ажиотаж. То, что ситуация с инсулином под контролем, сегодня нам подтвердили и в Минздраве. Ряд зарубежных производителей, европейских, заявили о своем стремлении работать на фармацевтическом рынке Российской Федерации и о том, что не будут прекращены поставки инсулиновых препаратов в Россию. Но могу сказать о том, что на территории Российской Федерации на сегодняшний день работают 3 крупнейших производителя инсулинов, инсулиновых аналогов, которые могут обеспечить объемы всех потребностей Российской Федерации. На складах Таттехмедфарм сейчас достаточно лекарств и для розничной торговли в аптеках, и для обеспечения лечебных учреждений. В 7-й горбольнице для пациентов есть все необходимое. Больница полностью обеспечена лекарственными препаратами, изделиями медназначения, реактивами, расходным материалом для бесперебойного оказания медицинской помощи. Мы разработали схему замены одного препарата другим в случае отсутствия. У тех препаратов, которые уже давно появились на фармацевтическом рынке, имеется большое количество так называемых дженериков. Это та же молекула, только разных производителей. И эти препараты производятся как на территории Российской Федерации, так и в других странах, в том числе, как вы сказали, азиатских, например, в той же Индии. Большая линейка препаратов именно там производится и поставляется на территорию Российской Федерации. Цены на все жизненно важные препараты в России регулируются на законодательном уровне. В ближайшее время будут разработаны новые федеральные нормативы с учетом роста курса валют. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.